Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры, которые нас слышат. Мы с вами продолжаем лекции на тему уроки поминания Аллаха. И, дорогие братья, как раз вот хотелось бы заметить, что во время всеобщего карантина, самоизоляции, принято говорить, вот очень важно посвятить себя вот именно таким видам поклонений, которые, альхамдулилля, не нуждаются в том, чтобы мы куда-то пошли, с кем-то встречались, что-то делали, так ведь? То есть вот как раз чтение Корана, чтение, совершение добровольных молитв, пусть это будет духа намаз, пусть это будет тахаджуд намаз, дуа, то есть особенно когда вот пришла проблема, особенно когда мы все-таки вот эти проблемы, они действуют на нас, потому что мы видим, что люди болеют, люди заражаются, люди умирают. Пока, конечно, альхамдулилля, в нашей стране пока жертв не так много, так ведь, но ни у кого нет гарантии, поэтому наши сердца содрогаются, это все равно влияет на нас, хотя мы создали все причины, да, мы карантин соблюдаем, когда выходим куда-то в магазин, мы должны одевать маски, потому что нужно создавать причины, нужно брать причины и потом уже положиться на Аллаха. Да, но все равно мы живем в этом обществе, мы каждый день это видим. И от этого все равно трепещут сердца, содрогаются сердца. И вот как раз вот в это беспокойное время, когда твое сердце беспокоится, дуа принимается. Принимается дуа. Почему вот Аллах в Коране сказал, что кто ответит мольбе того, кто остался вот в беде, когда ему деться некуда, да, и он вот просит у Аллаха, вот это самое искреннее дуа. Поэтому нужно очень много делать дуа, чтобы Аллах Тааля избавил нас от всех вот этих бед, страданий, чтобы Аллах дал исцеление тем, кого постигла эта болезнь, и другие болезни, потому что болезней много, да. Пусть Аллах поможет тем специалистам, врачам, которые денно и ночно сегодня служат во благо людей, пытаются спасти жизни, да. Это очень, это и психологическое давление на них, нагрузка, и физическая, и каждый день есть огромный риск самому заразиться, да. Поэтому мы видим, как заражаются и специалисты, врачи, потому что вирус никого не щадит. И вот нужно делать дуа, особенно мы, верующие, которые знаем, что такое дуа, которые знаем правила дуа, да, то есть мы должны этим заниматься. И зикры, слова поминания Аллаха, То есть вот можно заработать столько награды, не выходя из дома, просто вот с помощью этих слов, величайших слов поминания Аллаха, восхваления, восславления Всевышнего Аллаха, слов благодарности Аллаху, да, можно заработать очень много аджри. И вот как раз давайте сегодня мы поговорим о достоинствах 4 слов. 4 слова. Но эти слова, они являются самыми достойными словами, и эти слова любит Аллах. И вот эти слова, они всем нам известны. Субханаллах, то есть пречист Аллах. Вальхамдулилля, хвала, вся хвала Аллаху. Ля иляха илляллах, нет истинного божества, кроме Аллаха, и Аллаху акбар, Аллах величие всех и всего, Аллах велик. Давайте сегодня, иншаллах, поговорим о достоинствах этих 4 слов. Действительно, после Корана, после слов, потому что наивысшие слова, наилучшие слова – это слова Аллаха, после слов Корана, самые величайшие слова – это вот эти 4 слова. Эти 4 слова, действительно, степень положения этих слов очень велико, и они занимают
они занимают свое достойное место в религии Аллаха. Это субханаллах, альхамдулилля, валя иляха илляллаху, валлаху акбар. И мы видим, приходит очень много текстов, очень много хадисов приходят, которые указывают на действительно высокое положение этих слов, где описываются награды, которые получат мусульмане, верующие, которые будут всегда говорить эти слова, произносить эти слова, всегда будут использовать эти слова в жизни. И какие есть хадисы, которые указывают на то, какую пользу приносят нам эти слова, как в мирских вопросах, потому что суть любого вида поклонения, любой вид благодеяния приносит пользу не только в вечной жизни. Вот если кто-нибудь вам скажет, что есть благие дела, от которых пользу мы получим только там, где-то в могиле, где-то во время судного дня, да, в судный день, или где-то в раю. Нет, это величайшая ошибка. Любое благодеяние приносит нам пользу как в этой жизни, да, молитва, пятикратный намаз приносит огромное количество пользы в этой жизни. Это спокойствие твоей души, это баракет, благословение Аллаха, который не спосылается посредством твоих намазов на твой ризк, на твою еду, питье, на твою семью посылается. Поэтому вот эти зикры, конечно, они имеют огромную пользу как в этой жизни, так и последующей. Также и наши грехи. Любой человек, который впадает в грехи, он должен прекрасно понимать, что грехи разрушают не только наше счастье в вечной жизни, да, в вечной обители, нет, а грехи разрушают и нашу жизнь. Даже вот эти эпидемии, вот эти болезни, вот эти страдания, которые приходится человечеству принимать на себя, это результат, то есть в большинстве случаев это результат деяний, которые мы с вами приобрели своими руками. То есть Аллах это в Коране говорит. Поэтому вот эти 4 слова Субханаллах, вальхамдулиллахи, валя иляха илляллаху, валлаху акбар имеют огромную пользу, приносят огромную пользу человеку, как в этой жизни, так и в вечной обители. Давайте мы с вами сегодня приведем только несколько из этих хадисов. Вот если успеем, иншаллах, у нас уроки онлайн, поэтому никому никуда спешить не надо. Давайте я попробую, постараюсь успеть привести 6 просто замечательных, машаллах, хадисов, которые указывают на именно достоинство вот этих слов. Самое первое. Эти слова являются теми словами, которые Аллах любит больше всего. Больше всего после своих слов, после Корана. И как передает имам Муслим, это достоверный сборник, как вы знаете, да, этот хадис передал нам сподвижник, которого звали Самура ибн Джундуб. Пусть Аллах будет доволен им, который слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ахаббуль калями иляллахи та'аля арбаа». То есть 4 слова являются самыми любимыми перед Аллахом. То есть Аллах больше всего любит эти 4 слова. «Ла ядурруку би аййихинна бадата». То есть и неважно, с каких слов ты начнешь. Иногда ты можешь сказать просто альхамдулилля, иногда можешь сказать Аллаху акбар, иногда можешь сказать субханаллах, ля илях, неважно, да? Но мы должны знать, что эти 4 слова Аллах любит больше всего. И какие слова? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллаху, валлаху акбар. Этот хадис, как мы с вами уже говорили, в сборниках имама Муслима. И этот же хадис уже в сборнике имама Ат-Таялиси, в его муснаде, есть добавление, да? Но этой части у имама Муслима нет. Арба
арбаун хунна мин атьябил калям. То есть вот эти 4 слова, они являются самыми лучшими словами. Самыми лучшими словами. И все они из Корана. Потому что как Субханаллах, как Альхамдулиллахи Раббил Галямин, да, Ла Иляха Илляллах, Аллаху Акбар, все эти слова, все эти выражения мы находим в книге Аллаха, все они из Корана. И Ла ядурруку би аййихинна бадата. И неважно, с каких ты начнешь слов. То есть Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла иляха илляллаху, валлаху Акбар. Поэтому самое первое достоинство это то, что Аллах это самые любимые перед Аллахом слова. Поэтому, когда мы повторяем эти слова, мы должны понимать, что вот эти слова любит Аллах больше всего. Это первое. Второе достоинство, что то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из речений сказал, что для него повторять эти слова, они любимее, ближе к его сердцу, чем вот эта вся дунья, чем весь этот мир и все, что содержит этот мир. Все, что содержит этот мир. И также имам Муслим передает в своем сахихе от Абу Хурайра. Абу Хурайра, пусть Аллах будет доволен этим человеком, машаллах, это человек, который передал нам наибольшее количество хадисов, да, альхамдулилля, благодаря этому человеку мы, машаллах, знаем, сегодня изучаем эти хадисы, используем их, и пусть вот все наши действия, согласно тем хадисам, которые он передал, вот, будут причиной того, что Аллах простит ему грехи, и вот этот аджр, который мы получаем через те хадисы, которые он нам передал, пусть, иншаллах, будет и ему. Абу Хурайра, радийаллаху анху. И он сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: для меня, для меня сказать слова Субханаллах, первое, Альхамдулиллах, второе, да, Ва ла иляха илляллах, третье наше, и четвертое, Валлаху Акбар, Аллах велик, Аллаху Акбар, Ахаббу иляйя мимма талаат алейхи шамс. То есть для меня это ближе и любимее, чем то, над чем восходит солнце. То есть любимее, ближе, чем вся эта дунья, вся эта жизнь, весь этот мир и все, что имеется в этом мире. Вот здесь, конечно, вспоминается другой хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, про то, как мир наш, перед Аллахом, он не имеет никакого значения. Да, ад-дунья, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ад-дунья маль'уна, воистину мирская жизнь, она проклята, маль'унун ма фиха, и все, что находится в этом мире, пусть это будет там богатство, вот эти мирские все забавы, мирские вот эти все движения, да, все, что происходит, да, это все проклято. То есть оно не имеет никакой ценности перед Аллахом. Да? То есть сам мир, сам по себе, он не имеет никакой ценности. Но что ценно в этом мире? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: дунья проклято все, что в ней, в этом мире, да, илля, кроме зикраллах, кроме поминания Аллаха. Кроме поминания Аллаха. То есть то, что люди, находясь в этом мире, альхамдулилля, они не забывают поминать Аллаха, вот это достойно. Это достойно внимания, это достойно уама валя. И то, что близко к этому. То есть то, что чем ближе к зикру, чем ближе к поминанию Аллаха, значит, тем ценнее. Ва алиман ва мутааллиман. И знающий, то есть который обучает людей. То есть очень важно в этом мире то, что человек сам приобрел знания и обучает полезные знания и обучает этому знанию других. Вот это ценно. И мутааллим. И тот ученик, который получает у него знания. То есть получается, вот весь этот мир проклято все, что вот на этой земле, оно само по себе, вот эти золото, нефть, газ, само по себе, оно не имеет никакой ценности. Да. Но если люди будут использовать эту жизнь, этот мир во благо и сделают как поле для того, чтобы сеять
именно благие, хорошие, достойные семена, тогда мир приобретает свою цену, свою ценность. Поэтому илля зикраллах, кроме поминания Аллаха, и вот кроме и что близко, и что ближе к поминанию Аллаха, и знающий, который обучает других, и ученик, который приобретает у него знания. Вот. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: для меня действительно вот эти слова очень ценны. То есть субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар, ва ля иляха илляллаху, Аллаху акбар, 4 слова. Они для меня ближе, чем то, над чем восходит солнце. Этот хадис в сборнике имама Муслима. Это второе достоинство. То есть получается, мы, мусульмане, субханаллах, когда произносим вот эти величайшие слова, а очень часто у нас это все происходит на каком-то бесчувственном, автоматическом, неискреннем, автоматическом уровне, да, то есть человек же привыкает он, поэтому там, даже когда к чему-то возражает, он говорит субханаллах, там ля иляха илляллах, а иногда сами просто, они уже превратились в какие-то вот в сухие, бессмысленные выражения. Нет, это самые величайшие слова. Поэтому, когда мы говорим слово субханаллах, и даже после намаза, когда мы берем в руки щетки и 33 раза повторяем вот эти слова, очень важно, чтобы эти слова мы проходили через наше сердце, через наш разум. О чем мы говорим? Субханаллах. Субханаллах. То есть Аллах предчист. То есть вот кто-нибудь сейчас, наверное, уже задается вопросом, да, а что же означают эти слова, да? Вот субханаллах. Некоторые, для них нет разницы. Субханаллах, альхамдулилля. Хвала Аллаху, да? Да, на русском языке они переводятся как восхваление Аллаха, хвала Аллаху, альхамдулилля, и восславление Аллаху. Ну, такой разницы, мы не знатоки русского языка, да, и я не думаю, что переводчик, который выбрал эти слова, является вот таким прямо большими знатоками. Просто мы, наверное, используем такие синонимы. Синонимы. Вот здесь, вот почему здесь восхваление, а здесь восславление. Почему не наоборот, да? Но на самом деле разница есть. Субханаллах, когда мы говорим, когда мы признаем всем сердцем, что чистота Аллаха от всех недостатков. Аллах пречист. Субхан, то есть пречист Аллах от всех недостатков. То есть у Аллаха не может быть никаких недостатков ни в его именах, ни в его атрибутах, ни в его деяниях. Очень часто мы берем на себя смелость, не понимая, что наш разум, наш интеллект, наши мысли, они очень ограничены. И та информация, которая иногда доходит до нас, она очень ограничена. Мы начинаем судить Аллаха. Почему Аллах делает так? Почему он не прав? Вот я думаю, что я прав. Да? Ну, понимаете, почему религия Аллаха, почему истина никогда в истории человечества никогда не опиралась на умы людей, да? На умозаключение людей. Это не философия, это религия. Религия здесь идет знание Аллаха. Аллах говорит один раз, и все. И он не меняет своего решения. Поэтому сегодня на Земле больше 7 миллиардов людей, и это может получиться так, что 7 миллиардов религий будет. Каждый будет выводить свои умозаключения, опираясь на то, что его окружает, на свой характер, на свое воспитание, которое он получил, может быть, от родителей, от общества. Поэтому только Аллах говорит, и оно так и бывает. Поэтому, субханаллах, Аллах мы признаем, что Он пречист от всех недостатков. Поэтому каждый раз, когда мы говорим это слово, мы должны даже видеть чистоту Аллаха, совершенство Аллаха в Его делах, в Его мудрости. Да? Вот, альхамдулилля, альхамду, то есть вся хвала кому? Лилля. Принадлежит Аллаху. То есть Аллаха мы восхваляем. Кто-то может сказать, а в чем разница, например, как у вас дела? Альхамдулилля. Аллаха шикр. Да, мы говорим, татары, Аллаха шикр. Ашукру лилля. То есть благодарность Аллаху. Мы благодарим Аллаха. Вот в чем разница? Казалось бы, альхамдулилля, Аллаха шикр, как бы никакой разницы нет. Есть. Разница есть. Все-таки ашукру лилля, то есть Аллаха шикр, это все-таки, когда мы восхваляем
благодарим Аллаха за что-то. То есть Аллах дал нам что-то, и взамен мы благодарим Его. Поэтому говорим Аллаха шукра. А альхамдулилля, все-таки оно как-то выше и шире. И оно больше. Почему? Потому что мы восхваляем Аллаха не только за то, что Он нам дал. Мы восхваляем Аллаха за то, что Он есть. За то, что Ему присущи величайшие имена, величайшие атрибуты. Мы восхваляем Аллаха за то, что Он всеслышащий. Мы восхваляем Аллаха за то, что Он всевидящий. Мы восхваляем Аллаха за то, что все мироздание в Его руках. Он управляет всем. Он не спосылает дожди. Он дарующий жизнь. Он отнимает жизнь. Ангел смерти забирает по Его велению. По Его велению. Так ведь? Поэтому мы восхваляем Аллаха не только за Его блага, которым Он нас одаряет, как, например, в этом, да, Аллаха шикр, слово, мы благодарим Аллаха. Нет, когда мы говорим альхамдулилля, мы восхваляем Его за все Его атрибуты, за все Его имена, за Его величие и так далее, и так далее. Поэтому ученые говорят, что все-таки слово альхамдулилля, оно выше, оно шире и лучше, чем просто Аллаха шикр. Не потому что на арабском языке, а здесь на татарском, кто-то из татар сейчас скажет, да, вот почему Хазрат призывает нас все говорит на арабском. Ну, не потому что это на арабском, а потому что это лучше. Альхамдулилля. И это одно из 4 самых величайших слов. Ну, ля иляха илляллах, нет божества достойного поклонения, нет божества, которому действительно стоит поклоняться, кроме Аллаха. Ну, об этом еще у нас будет речь. И Аллаху Акбар, когда мы говорим во время даже намаза, да, когда мы произносим такбиратуль ихрам, это первый такбир. Да, ученые говорят, если бы человек понял, что он говорит, когда вот так поднимает руки, да, и говорит Аллаху Акбар, если бы он понимал, что он говорил, да, то есть Аллах величие всего. Ничто не может быть величие Аллаха, да, то ему бы проще было, намного проще было бы оставить мысли о семье, о жене, о детях, о проблемах, потому что очень часто мы произносим слово Аллаху Акбар, это называется такбиратуль ихрам, то есть ихрам, мы входим в состояние храма, как паломник, то есть все, для нас дунья, для нас вот эта еда, питье, это все харам. Разговоры харам. Даже мы не должны думать даже о чем-то другом, кроме как вот о намазе, о наших молитвах и об Аллахе. Так ведь? Поэтому почему нас постигают вот эти мысли, почему мы во время намаза, кто-то занимается там ревизией в своем магазине, да, кто-то там долги вспоминает, кто ему сколько-то должен, кто-то вспомнил то, что он потерял давно уже во время намаза, так ведь? Ну, все, кто совершает 5-кратный намаз, вы все меня понимаете, да, о чем я. Вот очень важно, когда мы говорим Аллаху Акбар, и вот это Аллаху Акбар, он сопровождает нас во время всех движений, так ведь, во время намаза. То есть мы говорим Аллах величие. Аллах величие твоего базара, рынка. Аллах величие твоей семьи, как бы мы ни любили наших детей, да. То есть Аллах величие всего. Поэтому вот очень важно понимать смысл этих слов. Субханаллах, пречист Аллах. Альхамдулилля, вся хвала Аллаху, да, и благодарность там же. Ля иляха илляллах, нет истинного божества, кроме Аллаха, и Аллаху Акбар, Аллах величие всего. Аллах величие всего. Это самые великие слова. И что касается даже вот этих слов, Аллаху Акбар, да, последнее слово. К сожалению, в последние годы люди, смотря телевизор, показывая, вот в новостях показывают, да, что кто-то там, особенно вот последние годы, это мы были свидетелями вот этих страшных вещей, когда люди, называя себя мусульманами, взвешивают там флаги, где черные флаги, где писали вот самые величайшие слова, да, ля иляха илляллах, да, они резали головы, да, не просто даже а всем людям, да, они резали головы мусульманам и кричали Аллаху Акбар, да, кто-то взрывал там, учинял себя там взрывчатками, заходил куда-то и убивал людей на рынках, в автобусах, трамваях, да, и вот это слово,
оно превратилось в какой-то негатив, да, который вот пугает нас, там, Аллаху Акбар, да, к сожалению, но на самом деле это величайшие слова. На самом деле это те слова, которые любит Аллах больше всего. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любил больше всего этого мира, да, поэтому, несмотря на то, что кто-то искажает значение, ценность этих слов, да, своими неподобающими деяниями, да, но на самом деле это великие слова, и эти слова мы должны любить, мы обязаны любить всем сердцем. Это второе. Значит, это лучше для меня, любимее, чем то, над чем восходит солнце. То есть, чем весь этот мир и все, что находится в этом мире. Третий хадис. Имам Ахмад передает в своем муснаде, и имам Байхаки в своей книге Шу'аб аль-Иман с хорошим иснадом история, которая связана с Умму Хани. Умму Хани – это женщина, она является дочерью Абу Талиба. То есть, получается, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Талиб для него был, как мы знаем, родным дядей, то вот получается, они двоюродные, да, Умму Хани. Умму Хани, радиаллаху анха, пусть Аллах будет ею доволен, рассказывает: «Марраби Расулуллахи датийом». То есть, однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, проходил мимо меня, возле меня, и я обратилась к нему с такими словами: «Инни кад кабирту ва дауфту». То есть, поистине я состарилась и ослабла. То есть, получается, она была уже в возрасте, да, и у нее не было сил там совершать какие-то там активные, какие-то требующие физических сил, да, какие-то шаги, там, благие дела. То есть, она ослабла. То есть, была уже старушкой, бабушкой, да. И вот она сказала: «Фамурни би'амалин а'малуху ана джалиса». И научи меня, о посланник Аллаха, научи меня таким делам, которые я могла бы совершать просто вот сидя, не выходя там из дома, не тратя какие-то там усилия большие, да, вот просто сидя у себя дома, я могла бы совершить эти величайшие дела. И вот, субханаллах, пусть Аллах будет доволен этой сподвижницей за то, что она спросила, задала пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, такой вопрос, и, альхамдулилля, этот хадис дошел до нас, и сегодня люди, которые действительно, может быть, не могут уже заниматься какими-то активными делами, да, там, что-то строить, там, помогать людям, может быть, у них просто финансовых возможностей нет, да, и вот, машаллах, вот этот хадис открывает перед нами, машаллах, такие горизонты, да, и вот во время даже карантина я, наверное, этот хадис еще запишу на татарском языке в знак уважения нашим активным, несмотря на возраст преклонный, да, аксакалам, которые сегодня лишены посещения мечети, да, наши бабушки, любимый Абиляр, которые сегодня сидят дома, потому что карантин особенно для них, так ведь, потому что они быстрее могут заразиться вот этим вирусом, да, болезнями. И но они хотят мадраса, потому что у нас в мадраса, в школах всегда были, они самыми активными, денно и ночно они читали Коран учили, да, вот им очень тяжело. Потому что мы молодежь, вот я даже как бы сам боюсь Аллаха, но это говорю, некоторые даже вот для себя нашли облегчение в этом карантине, что вот мечеть уже можно и не ходить, да, дома можно читать, а там надо было себя заставлять там на джамагат идти, да. У молодежи это может быть, да, но вот старшее поколение, машаллах, сегодня вот я с некоторыми общаюсь и по телефону, как бы спрашиваю, как у них дела, то есть им очень тяжело не ходить в мечеть, они привыкли там, кто-то 10-20 лет, они регулярно посещали намазы, да, кто-то на 5 намазов ходил, им очень тяжело. И вот этот хадис, машаллах, он открывает перед нами огромные горизонты, не выходя из дома. Вот она же сказала: я ослабла, у меня нет сил, я уже состарилась, и научи меня, посланник Аллаха, таким видом
поклонения, да, благодеяния, чтобы я совершала у себя дома, да, не выходя из дома, сидя. И вот посланник Аллаха сказал: «Саббих илляха ми'ата тасбиха». То есть повторяй 100 раз слова «Субханаллах», восславляй Аллаха 100 раз. 100 раз. И вот эти твои слова 100 раз повторять «Субханаллах», они будут подобны тому, что ты освободила 100 рабов из числа потомков Исмаиля. То есть освобождение раба. Если мы сейчас начнем про это говорить, у нас вся лекция пройдет. Да, да, было время, когда существовали рабы. Было время, когда людей продавали на рынках. Да, они, может быть, стоили дороже там, скотины, да, но это было имуществом. Это было имуществом, они были товаром. И люди их продавали и покупали. И когда пришел ислам, он объявил войну против рабства. И одно из самых величайших дел, что касается вот именно поклонений, пожертвований, садака, это было пойти на рынок, купить вот этого раба, а нужно было накопить денег и дать ему свободу. Или освободить тех рабов, которые были уже у тебя. Поэтому мы знаем сподвижников, которые копили деньги, чтобы просто один раз в жизни все-таки купить этого раба. Не потому, что раб ему нужен был, да, а чтобы получить вот этот аджр. Да? Они копили деньги. Мы знаем ученых, которые копили деньги, и потом шли с этими деньгами, может быть, экономили там, в семейном бюджете, да, где-то не докупали. Они шли на рынок, они покупали раба и дарили ему свободу, чтобы один раз в жизни хотя бы освободить раба. И мы знаем Осман ибн Гаффана, который, машаллах, за всю свою жизнь, да, он умел зарабатывать деньги, он умел их считать, и за всю свою жизнь, мы знаем, он несколько раз купил рай, да, и это в хадисах есть. И он каждый джумга шел на рынок и покупал раба, и потом дарил ему свободу. И, по-моему, шейх Саляби, я у него читал про Усмана, он пишет, что Усман за всю свою жизнь освободил около 2000 рабов. То есть, это, вот представьте себе, ты меняешь судьбу человека. Он был рабом, да, и он теперь свободный. Он свободный человек, такие же. Ну, сегодня, альхамдулилля, у нас рабства нет, да, как таковой, но и поэтому сегодня нам тяжело это понять. Да, но вот этим рабам, которые каждый день, ночь, 10 лет, 20 лет, 30, всю жизнь они были чьим-то имуществом, когда им дарили свободу, машаллах, это была действительно великая радость. И вот представьте себе, сегодня, да, мы не имеем возможности, альхамдулилля, не имеем возможности заплатить, купить кого-то и освободить его, да. У нас нет рабства, но у нас есть, несмотря на это, возможность каждый день и несколько раз в день освобождать 100 рабов, да, ты сказал 100 раз сказал «Субханаллах», да, нужно это, конечно же, это надо пропускать через сердце, не просто там «Сухан», да, мы там, некоторых смотришь, там как пулемет стреляет, да, там щетки, он сам даже не понимает, о чем говорит. Да, надо через сердце, но мы должны понять, за каждый раз, ты один раз сказал «Субханаллах», и один раб освободился. Второй раз один раб. 100 рабов из числа потомков Исмаиля. Но почему из числа потомков Исмаиля? Потому что среди арабов это были самые лучшие. Это были самые лучшие. И поэтому Пророк ﷺ сказал, что, указал на то, что ты освобождаешь не просто 100 рабов, а 100 самых лучших рабов. Вот это первое. Потом Пророк ﷺ сказал, дальше, это еще не все. «Вахмадилляха ми'ата тахмида». Потом скажи 100 раз «Альхамдулилля». Что означает слово «Альхамдулилля»? Мы с вами об этом говорили. Так ведь? Восхваляй Аллаха 100 раз, и это будет подобно тому, что ты подарила на пути Аллаха 100 уже оседланных, взнузданных коней. То есть
Очень важно было, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, защищал свое государство, защищал свою умму, он собирал, да, были войны, были сражения, и он перед каждым сражением он собирал армию. Так ведь? Он собирал армию. Нужно было оружие, нужен был транспорт. Не хватало коней, верблюдов, да, и очень важно было снарядить войско, и вот поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям указывает на то, что не просто это подобно тому, что ты подарила Умму Хани 100 просто коней, просто как скот. Нет, это не скот. Сегодня, да, кони для кого-то это просто скотина, это мясо, особенно для нас, татар, это козылок, да, мы смотрим на коня и говорим, сколько козылыка выйдет, да, и какой он будет вкусный. Нет, раньше это был транспорт, это были боевые кони. И поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, это равносильно тому, что ты подаришь уже взнузданных, оседланных, то есть они все, уже они готовы, просто нужно человеку воину туда сесть и просто уже отправиться. То есть как будто ты 100 раз. Вот альхамдулилля. Один раз говоришь и даришь одного взнузданного, готового коня на пути Аллаха. Второй раз, второго, третьего. 100 раз говори альхамдулилля, и ты получишь, как будто ты подарила 100 коней на пути Аллаха, оседланных, взнузданных, готовых. Вакаббирилляха ми'ата такбира. Возвеличивай Аллаха 100 раз. То есть говори 100 раз Аллаху Акбар, и это будет равносильно тому, что ты привела в жертву 100, здесь используется слово бадана. Бадана, то есть слово бадан, мы татары говорим бадан, это тело. То есть тельных, тучных животных. Но слово бадана все-таки говорят, что это верблюды, которые были в Мекке. То есть это животные, которые были в Мекке. И поэтому в словарях так говорится, и поэтому получается это равносильно, если ты 100 раз скажешь слова Аллаху Акбар, это равносильно тому, что ты привела в жертву 100 верблюдов в Мекке, потому что в Мекке все приумножается, да, и мутакаббаля, то есть принятых уже. То есть все, Аллах принял их тебе, искренне. И вот поэтому говоришь Аллаху Акбар, одного верблюда привел в жертву. Аллаху Акбар, второго, третьего. Это, конечно, никак, дорогие братья, не умаляет, мы не уменьшаем награду за то, что человек снарядил там коня, избавил от рабства кого-то, да, подарил ему свободу. Просто не надо там, оказывается, и рабов освобождать, не надо, оказывается, и садака на пути Аллаха давать. Нет, можно просто альхамду Аллаху Акбар. Нет, ну вот у кого-то нет возможности, да, но Аллах ему дал вот эту возможность. Поэтому милость Аллаха безгранична. И во сколько Аллах приумножит человека, который снарядил одного коня, это тоже Аллах только знает. Аллах может приумножить до 700 раз. Поэтому человек, который привел вот так за узду уже оседланного, готового верблюда, чтобы и подарил это на пути Аллаха, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, в судный день ты придешь перед Аллахом, будешь стоять, и за тобой будет 700 готовых, взнузданных, оседланных верблюдов. То есть Аллах, поэтому Аллах, это милость Аллаха. Но вот за эти слова, величайшие слова, вот здесь Субханаллах, Альхамдулилля, и, как мы видим, Аллаху Акбар, Альхамдулилля, мы получим столько аджра. И Ибн Халяф приводит уже окончание этого хадиса и говорит, что он говорит, я думаю, что пророк саллаллаху алейхи сказал, потому что в завершении своих слов пророк саллаллаху алейхи сказал, «Вахаллили ми'ата тахлиля». То есть после того, как он призвал Умму Хани, чтобы она сказала 100 раз Аллаху Акбар, он сказал, продолжил, и повторяй 100 раз слова «Ля иляха илляллах». «Ля иляха илляллах». И Ибн Халяф говорит, что я думаю, что пророк саллаллаху алейхи сказал вот эти слова именно. То есть, если ты будешь повторять 100 раз «Ля иляха илляллах», вот эти слова, они заполнят пространство между небом и землей. То есть награда,
которую ты получишь за произношение вот этих слов, повторение слов «Ля иляха илляллах», заполнит все пространство между небом и землей. «Валя юрфау йаума идин ля ахадин гамалун илля ан я'тия бимисли ма атайти бихи». И в этот день никто не сможет совершить дело, подобное вот этому, да, кроме того, кто скажет те же слова, которые ты будешь говорить. То есть ни от кого не поднимутся на небеса дела больше твоих, да, чем у того, который будет говорить те же слова. Поэтому, машаллах, этот хадис указывает на то, что вот какое достоинство имеют вот эти 4 слова: субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар, ля иляха илляллах. Это, дорогие братья, только милость Аллаха. Только милость Аллаха. Субханаллах. Не выходя из дома, да, мы можем получать столько аджира, столько награды. И это только милость Аллаха. Это только, дорогие братья, милость Аллаха, за которую мы должны радоваться и любить Аллаха и благодарить Его. Это у нас был 3-й хадис. Переходим на 4-й хадис. 4-е достоинство этих слов, то, что они являются искуплением, причиной прощения наших грехов, то есть искупление за наши грехи. Имам ат-Тирмизи, имам Хаким передает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис от Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас, пусть Аллах будет доволен этим сподвижником, его отцом, который сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма аля арды раджулун якуль», какой бы человек на земле не сказал бы эти слова: «Ля иляха илляллах», первый, да, из 4, нет достойного божества, кроме Аллаха, «Валлаху акбар», Аллах велик, «Ва субханаллах», 3, «Вальхамдулилля», 4, да, «Ва ла хауля ва ла куввата илля биллях». То есть получается «Ля иляха илляллах, валлаху акбар, ва субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла хауля, ва ла куввата илля биллях». Что означает «Ля хауля, ва ла куввата илля биллях», то есть нет силы и мощи, мы переводим все-таки, а на самом деле кува — это сила, это мощь, но хауль, все-таки ученые говорят, что это изменение тел, изменение создания, то есть само создание никак не может меняться, кроме как соизволения Всевышнего Аллаха, кроме как если Аллах его не изменит. Оно ни одно создание, пусть это будет оно какое-то величайшее создание, да, или же самое мельчайшее создание, пусть это будет там движение микробов, бактерий, молекул, нейронов, или даже вот вирусы, да, ничто не может не появиться, не исчезнуть, кроме как по воле Аллаха. Ничто не может передвигаться. Вирус был здесь, сегодня он в Европе, дальше в Америке, в России. То есть ничто не может способствовать его перемещению, кроме как Аллах. Поэтому мусульманин не сможет быть не мусульманином. Неверующий никогда не сможет стать верующим, кроме как по воле Аллаха. Вот все, что меняется, все эти движения, то, что я сейчас вот двигаю пальчиками, да, это все соизволение Аллаха. Это все соизволение Аллаха. Все, что здесь двигается, все происходит только по воле Аллаха. Все мироздание, день и ночь меняется, облака, ветра, дожди, погода. Все только по воле Аллаха. И вот это мы должны понять. Ла хауля ва ла куввата илля биллях, илля куфират анху зунубуху валау канат акthар мин забадил бахр. Значит, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, какой бы человек на земле не сказал бы ля иляха илляллах, валлаху акбар, ва субханаллахи, вальхамдулиллахи, и еще ла хауля ва ла куввата илля биллахи, ему обязательно простятся грехи, даже если они будут больше морской пены. Даже если они окажутся больше морской пены. То есть мы знаем, что на поверхности, особенно возле скал, когда волны ударяются об скалы, да, появляется вот эта морская пена. И их очень много, вот этих пузырьков. И вот Аллах простит человеку грехи за эти слова, даже если они подобны морской пене.
И, конечно, здесь мы должны понимать, что речь идет о маленьких грехах. Потому что кто-то может понять так, что я могу совершать великие грехи, пусть это будет там ослушание родителей, да, проявлять зулем, несправедливость по отношению там, к семье, к детям, к жене, к мужу, ослушаться мужа, например, или не выполнять свои обязанности перед семьей, злословить о людях, обманывать людей, там, убивать, а потом вот быстро-быстро скажу вот эти все слова, и у меня все грехи простятся. Нет, нет, еще раз нет, потому что вот эти все хадисы, которые указывают на искупление наших грехов, они касаются мелких грехов. Потому что любой большой грех, харам, он искупляется только через покаяние, через таубе. А у покаяния в исламе есть свои условия. И пока человек не выполнит эти условия, на каждый грех свое покаяние, то есть отдельное покаяние, Аллах не простит ему. Поэтому не все так просто. Да? И на это как раз указывает другой хадис, сборники имама Муслима, от Абу Хурайра, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ас-салаватуль хамс, пятикратный намаз. Валь-джумату иля аль-джумга, пятничный намаз до следующего пятничного намаза. Ва рамадану иля рамадан, месяц Рамадан до следующего Рамадана являются мукаффиратун, то есть искуплением грехов, ма бейнахунна, которые были между ними, то есть получается утренний намаз, обеденный намаз. То есть вот эти два намаза, они являются причиной того, что Аллах прощает тебе грехи между ними. Джумга или аль-джумга, пятница до пятницы. Все твои мелкие грехи, маленькие грехи, которые ты совершал, они искупляются, они прощаются за то, что ты посетил джумга намаз. Да? Рамадан до Рамадана. И они являются искуплением за грехи, которые были между ними, ида ичтунибатиль кабаир, если он будет остерегаться грехов. То есть больших грехов. Поэтому большие грехи нуждаются в покаянии. Пока человек не выполнит все условия покаяния, они не будут прощаться. И как раз вот еще один хадис, который указывает на это, передается у имама Тирмизи от Анас ибн Малика. Анас ибн Малик, радиаллаху анху, рассказывает, что как-то раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проходил мимо дерева и увидел там высохшие листья. Он фаддараба хабиоса, и он ударил по этому дереву или по веткам своим посохом. И фатанаthар аль-варак. И мы увидели, как дерево сбросило свои листья. То есть от этого удара, это как бы уж понятно всем, да? От этого удара начали рассыпаться листочки. И на этом примере пророк саллаллаху алейхи сказал: инналь хамда лилляхи, воистину слово альхамду лиллях, субханаллах, валя иляха илляллах, валлаху акбар, как раз 4 этих величайших слова, ля тусакату мин зунубил абди кама тусакату варак хадихи шаджара. То есть вот эти слова, они сбрасывают прегрешение от человека, то есть прегрешение, так же, как это дерево сбросило свои высохшие листья. То есть вот подобно тому, как деревья сбрасывают свои листья, вот эти слова, посредством этих слов Аллах очищает нас от прегрешений. Этот хадис в сборниках имама ат-Тирмизи. Ученые сказали, что это достоверный хадис. Идем дальше, у нас еще 2 хадиса. 5-й хадис, который указывает на достоинство этих 4 слов. Следующее достоинство – «Аннахунна гурасуль джанна». Вот эти 4 слова являются молодыми ростками, то есть саженцами, которые мы уже сажаем в раю. Это саженцы рая. Как передает имам ат-Тирмизи от сподвижника Абдулла ибн Мас'уда, радиаллаху анху, который слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лакиту Ибрахима лейлата усрия би». Я в ночь переселения Исра,
то есть переселение пророка саллаллаху с Мекки в Иерусалим, да, когда он встретился со всеми пророками и совершил с ними намаз, был имамом Исра и Миградж, вспомните, да? В ночь переселения я встретил Ибрахима, алейхиссалям, пророка Ибрахима, который мне сказал: «Я Мухаммед, о Мухаммед, передай салям своей умме от меня». То есть он поприветствовал нас, на умму пророка, саллаллаху алейхи ва ахбирхум, и доведи до них, расскажи им, анналь джанната таййибату турба, что земля, почва рая, она таййибату турба, то есть она очень благодатная, она очень хорошая, очень благодатная, то есть если сеять там, то есть обязательно все вырастет. То есть Ибрахим, алейхиссалям, дал нам понять, что если мы будем сеять не где-то там, а вот именно на земле рая, то есть почва рая очень благодатная, очень плодородная. А вода, которым поливается, да, и вода, которая имеется в раю, она очень сладкая, очень сладкая. И рай, земля рая, она ровная, то есть там равнина. Вот мы представляем себе, да, райские, хотя невозможно представить. И она является собой равнину, гайрасуха субханаллах. И саженцами рая являются субханаллах, вальхамдулилля, валя иляха илляллах, третье и четвертое, валлаху акбар. Вот эти 4 слова. Субханаллах. Вот во всех этих хадисах, машаллах, мы находим 4 слова. Да? Субханаллах, альхамдулилля, ля иляха илляллах, валлаху акбар. То есть Ибрахим, алейхиссалям, дал нам понять, что земля является собой огромную равнину, да? И она очень, почва плодородна, вода сладкая, благословенная. И вот саженцами рая являются ваши слова. Когда каждый раз мусульманин будет повторять вот эти слова, субханаллах, машаллах, в раю появляется маленький саженец, который, иншаллах, будем надеяться на милость Аллаха, на его прощение, да, пока мы дойдем до райских садов, они будут уже большими деревьями, которыми мы будем наслаждаться там. То есть мы сами своими руками, да, будучи в этой жизни, уже облагораживаем, занимаемся ландшафтным дизайном, да, наших садов, райских садов. Поэтому мы сажаем эти деревья. Мы говорим субханаллах, появляется дерево. Мы говорим альхамдулилля, появляется дерево. Мы говорим ля иляха илляллах, каждый раз появляется дерево. Мы говорим Аллаху акбар, каждый раз появляется дерево. Поэтому эти 4 слова являются саженцами райских садов, райских деревьев. И последнее, тоже не хочу пропустить это, да, хотя у нас уже сколько времени. Машаллах, случай, который произошел во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сон Тальха, хочу рассказать вам. Вот следующее достоинство. Человек, который долго жил в исламе, будучи мусульманином, и больше повторял вот эти слова. Субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар, илля иляха илляллах. То есть, что он получит за это? Как передает Абдулла ибн Шаддад, что группа людей из племени Бану Удра, они пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и все приняли ислам. Вот представляем, да, приходят 3 мужчины и принимают ислам. После того, как они приняли ислам, они были откуда-то, да, их нужно было где-то приютить. Где-то, чтобы они там отдохнули, может быть, провели ночь, поужинали, пообедали, неважно. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к сподвижникам, которые были там, местными, да, и спросил, кто их приютит, кто их позовет к себе в гости, чтобы они отдохнули, покушали, пообедали, да, или поужинали. И Тальха сказал я. И Тальха, радийаллаху анху, принял их, он познакомился с ними, да, подружился, и он всех знал, всех 3.
Через некоторое время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал войско и отправил их на сражение. И один из них пал шахидом. Он погиб во время этого сражения. Когда прошло некоторое время, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, снова собрал войско. И второй из этих трех также пал шахидом во время второго сражения. А третий, он умер через еще какое-то время, но не во время сражения. То есть он не умер шахидом, а просто умер где? Аля фирашихи, как Тальха говорит, в своей постели. То есть мирным, благополучной, если можно сказать, смертью, да, кончиной. Он умер у себя дома, в кругу семьи. И вот так умерли все трое. Тальха всех их знал, историю их смерти знал, да. И через некоторое время Тальха говорит: «Раайту хауляи талята алладина кану инди фил джанна». И я всех увидел во сне, что все они оказались в раю. И вот они стоят перед воротами рая, перед вратами рая. И я увидел того, который умер позади всех, по самым последним, где он не пал шахидом. Он умер у себя дома, жил благополучно, да. Он стоял первым. И сначала пригласили его. Потом пригласили того, на втором месте стоял тот, который умер в второй очередь. То есть не первый шахидом, а второй, да. А потом только пригласили третьего. И мне это показалось странным. И я пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, альхамдулилля, пророк жив. И они шли к кому? Они шли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и задавали ему вопрос. И он рассказал ему об этом. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Ма анкарта мин залика». А что тебе не понравилось? Что твоя душа не может принять в этом? И ответил такие слова: «Лейса ахадун афдаль индаллахи». То есть нет никого достойнее перед Аллахом. То есть самым достойным человеком перед Аллахом является тот верующий, который жил дольше всех в исламе и который чаще и больше говорил такбиры, увеличивал свои такбиры, больше говорил слова Аллаху Акбар, тасбихой, больше всех говорил Субханаллах, тахлиль, больше всех говорил ла иляха илляллах и больше всех говорил альхамдулиллах. Поэтому то, что самый последний, который умер не во время войны, да, не в сражении, он не пал шахидом, а умер у себя в постели, почему он оказался лучше? Потому что он прожил больше. И получается, он, так как у него была возможность больше говорить вот эти величайшие 4 слова, он оказался среди них самым лучшим. Вот это то, что указывает на эти 4, альхамдулилля, величайших слова. И поэтому мусульманин должен радоваться каждому дню, который Аллах ему дал. Потому что для мусульманина каждое солнце, которое встало над горизонтом, это возможность совершать еще сколько намазов, после намазов говорить вот эти зикры, субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар, совершать благие дела. Если, например, для грешника каждый день дает ему возможность совершать грехи, и он все больше и больше погружается в них, и чем больше живет, тем больше отдаляется от Аллаха. А для мусульманина, машаллах, каждый день, каждую ночь это величайшая возможность поклоняться, совершать и собирать больше и больше благих дел. Поэтому, альхамдулилля, как бы иногда тяжело, трудно для мусульманина не было, да, проходить вот эти жизненные испытания, для него жить это благо, во благо. Поэтому пусть Аллах даст нам долгую жизнь и возможность совершать больше и больше благих дел. Джазакумуллах хайран. Субханакаллахумма бихамдик. Шаду ан ла иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Ва джазакумуллаху хайран. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.